ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Он прибыл, чтобы обезвредить Микки Мауса, но ему ставили противника, антимонаха, с которым он должен справиться, прежде чем найти свою главную цель. Да-да, вы не ошиблись. Именно Терминатор должен победить главного злодея Микки Мауса, который собрался всех поработить. Необычная история и колоритные персонажи – главные отличительные черты 6-го фестиваля аниме в Ухте. Участники, а их 20 человек, косплеят разнообразных персонажей из анимационных картин, компьютерных игр и не только. Среди девочек в коротких юбчонках нет-нет, да и промелькнет брутальная фигура супергероя с огромным мечом или знакомая шапка почтальона Печкина. Персонажи поделены на пары и сражаются за победу. Фишка в том, как это сделать. Там нету правил, как надо сражаться. Просто вот вам сцена, сражайтесь как хотите. И они сражаются. Кто-то дерется, кто-то поет, кто-то танцует. И то, правда, вряд ли еще где встретишь Василису Прекрасную с косами до пола, грациозно поющую на японском. Проработанность образа самое важное. Участники рассказывают. Сначала нравится персонаж, а потом начинаешь думать, как его отыграть максимально точно и креативно. Некоторые участвуют в фестивале уже не первый раз. Например, Елена Дьяченкова планомерно отыгрывает разных представителей аниме «Темный дворецкий». На этот раз высокая девушка валом Грэль Сатклифф, в его руках бензопила. Бояться стоит. Это, скажем так, орудие труда, а сам герой – жнец. В 4-м и в 5-м с половиной фестивале у меня было 2 образа из этого аниме «Темный дворецкий». Первый образ это была Мадам Ред, женщина в красном, и укротительница диких тигров Бист. А также я являюсь с помощью двухкратным чемпионом косплей-дефиле. В перерывах между поединками персонажей конкурсы для зрителей, традиционное поедание лапши палочками, угадай мелодию или название аниме по скриншоту и другие. В итоге главного злодея Микки Мауса все-таки побеждают. История или арка, как здесь принято говорить, начатая еще в прошлых фестивалях, завершена, как водится, кавайно.